Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Симса Степан. Я ученик 10 класса Амиконского вуза. Позвольте представить свою авторскую работу создания ивенских мультфильмов на канале YouTube. Село Ичиге Меконского улуса является местом компактного проживания малочисленных народов Севера. В последнее время в условиях модернизации образования общеобразовательные учреждения в целях повышения качества образования иногда забывают простые национальные ценности. В социуме культура многочисленных народов Севера непроизвольно оттесняла культуру малочисленных народов Севера. Наша школа на основе данной проблемы пытается сохранить фольклор и культуру малочисленных народов Севера. Таким образом, по дополнительному образованию во внеурочной деятельности действует фольклорный ансамбль умтичан, неурочные занятия авянского языка, спортивные занятия, национальные игры. Начал я свою работу в 4 классе на кружке создания мультфильмов «Марангна». В протяжении 5 лет мной созданы 6 мультфильмов на основе авянского фольклора и авянских сказок. В наш век информационных технологий именно виртуальный мир даст возможность сосредоточить эту ценнейшую память народа, где любой человек может получить доступ к информации. В этом году открыли свой канал на видеохостинге YouTube. Целью нашего проекта создание короткометражных мультфильмов на основе авянских народных сказок. Задача – изучить историю создания мультфильма, познакомиться с авянскими народными сказками, провести и проанализировать анкетирование среди детей Амиконского района, чтобы выявить знания об авянском фольклоре. Представить результат своей работы на видеохостинге YouTube. Методами исследования, изучения материала, анализ, сравнение, анкетирование, выбор сюжета, подбор технических средств, изготовление материала, создание фильмов и создание аккаунта на интернет-ресурсах. Объекты исследования – пластилиновые мультфильмы. Предмет исследования – авянские народные сказки. Здесь вы видите анкетирование для детей Амиконского улуса. Мы разработали анкету, чтобы выявить знания о авянском фольклоре. Состоит из 3 вопросов. 232 ученика начальных классов, 145 учеников старших классов. Да, 15%, нет, 80%. Да, 50%, нет, 50%. Видели ли вы мультфильмы на авянском языке? Да, 0%, нет, 100%. Не смотрели мультфильм на авянском языке 100%. Техническая последовательность создания мультфильма. Создание главных героев, выбор изготовления фона, создание фотоснимка для мультфильма, фотографировать каждое движение героев мультфильма. Распределите роли и записи голоса по ролям. Наложить выбранный файл на звуковую дорожку в программе PowerPoint. Монтаж мультфильма, смонтировать кадры, чтобы движения совпали с прочитанными текстом. Создать скорость показа каждого кадра. Создание титров. Написать программу Adobe Premiere Pro. В закладке написать субтитры нужного текста. Поставить титры в переводе на русский язык под каждым кадром. Канал на видеохостинге YouTube. Создание аккаунта для видеохостинга YouTube. Создание ссылки для полного доступа для просмотра мультфильмов. И создание аккаунта на видеохостинге YouTube с Ядаш. Здесь вы увидите создание моих мультфильмов по годам. 2014 год. Мультфильм на основе авянского фольклора Таба.
2015 год. Мультфильм на основе венских народных сказок «Анаки». 2016 год. Мультфильм на основе венской народной сказки «Тураки, нянь и дикня». 2017 год. Мультфильм на основе венской народной сказки «Как ворона стала черной». 2018 год. Мультфильм на основе венской народной сказки «Почему у бурундука на спине полоски». 2020 год. Открытие канала Стиадеш на видеохостинге YouTube. В заключение хочу сказать, в летние дни, во время отдыха и в длинные зимние вечера, военные любят вспомнить о прошлом, о своих героях, войнах, посмеяться над каждым жадности своих бывших купцов и богачей. Народная фантазия приписывала животным образ жизни людей и наделала человеческие качествами и характерами. Благодаря этому сказки ярко отображают жизненную обстановку и мораль охотников тайги. Проанализировав анкетирование среди обучающихся Миконского района, выявили, что дети мало знают о венском народных сказках. Поэтому решили создать короткометражные мультфильмы на основе венских сказок и открыли канал на видеохостинге YouTube. В наш век информационных технологий, именно виртуальный мир даст возможность сосредоточить эту сильнейшую память, и любой человек может получить доступ к информации. Спасибо за внимание.